Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в программе. Первый крымский форум талантливых и одаренных учащихся. В Керчи чиновник попался на взятки. Жители села Партизаны Киевского района, уезжая утром в райцентр, не могут возвратиться назад. Первый крымский форум талантливых и одаренных учащихся «Интеллектуальный стартап» прошел в Крымском федеральном университете имени Вернадского. В форуме принял участие глава Республики Крым Сергей Аксенов. Подробнее в нашем сюжете. Форум организован Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым. Профильный министр Наталья Гончарова приняла участие в его работе. Кроме того, с одаренными детьми республики провели дискуссию генеральный директор Международного детского центра «Артек» Алексей Каспаржак, ректор Крымского федерального университета Сергей Донич, преподаватели вузов, представители бизнес-структур. Руководитель Малой академии наук «Искатель» Виктория Челек рассказала, что форум дает возможность ребятам выбрать наиболее интересное направление для своих исследований, познакомиться со специалистами в разных отраслях. Эти детки в течение 3 дней будут работать по площадкам. Они разбиваются на площадки по 30 человек. Каждая площадка получает свои задания определенные и разбивается на группы внутри своей площадки. По 5 групп будет. И в течение 3 дней они будут разрабатывать свои проекты и защищать их. В форуме участвуют 130 школьников из 25 регионов Крыма. Основными направлениями работы стали инновационные технологии, агроэкология, энергетика и туризм. Севиль Абдулаева приехала на форум из Бахчисарая. С помощью преподавателя она готовила проект для защиты на агроэкологической площадке. Попала я на этот конкурс благодаря своему научному руководителю, который преподает ботанику и экологию в эколого-биологическом центре станции юных натуралистов. Эта тема мне очень понравилась, она перспективная, она рентабельная. Я хочу ее развивать, я хочу ее продолжать. Ученица 10 класса Лилия Шарафуддинова из Белогорского района тоже увлекается биологией и экологией. Считает, что этот форум очень познавательный и интересный. Готовилась к этому конкурсу, проекту очень тщательно, учила эфиромасличной культуры, так как это очень интересно, увлекательно. Вот. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что форум «Интеллектуальный стартап» является знаковым событием для Крыма, и подобные мероприятия нужно сделать традиционными. По итогам форума у нас найдутся предложения, которые поступят от вас, которые мы можем воплотить в жизнь реально уже сегодня. Я лично в этом не сомневаюсь. Некоторые направления просматривал сам, предложения, достаточно интересные есть вещи. Будем пользоваться, ребят, вашим опытом и вашими предложениями. Форум будет продолжаться в течение 3 дней. Лучшие проекты будут представлены на церемонии закрытия, которая состоится 30 марта. Султания Ситакаева, Аким Бикиров, телеканал «Миллет». 29 марта с 14:00 до 20:00 во всех федеральных округах Российской Федерации двери территориальных органов Федеральной службы судебных приставов России будут открыты для всех желающих. Жители села Партизаны Кировского района жалуются на то, что в село редко едут автобусы и маршрутки. Они не раз обращались к местным властям с просьбой о улучшении транспортного сообщения. Подробнее в сюжете Мавилей Юб. Каждый день местные жители вот так вот ждут автобус, чтобы выехать из села. По словам людей из села Партизаны, в поселок Кировское автобус приходит утром в 6:50, но обратно не возвращается. Назад жителям приходится добираться самостоятельно. Я лично обращалась и в Министерство транспорта, однако нам был дан ответ, что в настоящее время на наше количество граждан населения это достаточное количество перевозчиков и транспортных средств. Конечно, мы спорим и говорим о том, что это не так. У нас очень большая проблема в том, что студенты не могут добраться до города Симферополя. Мы обращались, чтобы хотя бы пустили автобус не с села, а какой-то мимо проезжающий, потому что очень много студентов и работающих, но получили отказы. В Феодосию из Партизан тоже идет один автобус. Он выезжает из села в 6:20. Этот рейс не в один конец. Он возвращается обратно, но только в 15 часов. Острая транспортная проблема приносит много неудобств местным жителям. Особенно страдают люди преклонного возраста. Пенсионерам тяжело. У нас в селе проживает около 450 стариков. У кого-то давление поднимается, кто-то болеет. В таких моментах трудно добраться до района. Мы не можем попасть в районный центр, так как не ходят автобусы. Вот в данное время дети вышли в каникулы, и хотя комиссию проходить, а на чем везти?
у каждого своя машина. Глава администрации партизанского сельского поселения Наталья Рощина говорит, что решение проблемы транспортного сообщения относится к полномочиям районной администрации. Несмотря на то, что это не входит в наши полномочия, не относится к нашей компетенции, принимали неоднократно участие в решении этого вопроса. Писали письма в Министерство транспорта Республики Крым, которые нам отвечали, что они регулярно проводят совещания с перевозчиками, куда приглашают и наших перевозчиков, и Потапенко, и Исаева, которые их постоянно заверяют, что перевозки осуществляются регулярно в соответствии с утвержденными графиками. Ну что мы опять им писали письма, что автобусы у нас не ходят, автобусное сообщение не существует. Заместитель главы администрации Кировского района Виктор Пономаренко отметил, что проблема с пассажирскими перевозками существует во всем районе. И мы достаточно гибкую политику ведем, потому что жалоб много, а перевозчик – это те же люди, те же финансовые взаимоотношения. Вы понимаете, иногда маршруты они просто невыгодны. А им нужно получать же прибыль, он же не может там работать как бы инвестором в данном направлении. Естественно, у них тоже возникают проблемы, самые бытовые, в первую очередь, это финансовые проблемы. То есть не покрывают те затраты, которые закладываются на перевозку транспорта. Почему и уменьшение идет маршрутов и так далее, и так далее. Но я уже говорил, что будем стараться добиваться. Жители надеются, что в скором времени проблема разрешится, и люди, отправляясь в районный центр по делам, смогут вернуться назад на автобусе. Мавиле Юпедам Исмаилов, Асан Зивадинов, телеканал Миллет. В Керчи чиновник попался на взятки размером 300 тысяч рублей. Начальник управления градостроительства, архитектуры и рекламы администрации Керчи утвердил схему расположения земельного участка за дополнительную плату. На данный момент главный градостроитель находится под стражей. Чиновнику грозит тюремное заключение сроком от 7 до 12 лет и штраф 18 миллионов рублей. Пришла весна. Под таким названием в Доме культуры Бахчисарая прошел праздничный концерт. Молодые танцоры, певцы и актеры встречали весну, показали свои таланты. Подробнее в нашем сюжете. Полный зал, хорошее настроение и веселая атмосфера. Жители Бахчисарая встречают весну и Наврез-Байрам, знаменующий собой начало хозяйственного года. Весенние праздники у нас два – Хадарлез-Байрам и Наврез-Байрам. Ну, не все его празднуют, но мы празднуем, потому что на самом деле начинается Новый год, все цветет, все красиво. Мы хотим также, чтобы зритель получил духовную пищу, потому что если не мы, то кто? Народный вокальный ансамбль «Эбедиет» и крымско-татарский народный танцевальный ансамбль «Авдет» порадовали зрителей своим мастерством. Молодые артисты представили традиции свадебного обряда крымско-татарского народа, национальные песни и танцы. Мне очень нравится танцевать, и сегодня у нас концерт с вокальным ансамблем «Эдибиетом». Это вообще непереполняемые эмоции, потому что когда ты выходишь на сцену, сначала волнение какое-то, а потом все волнение пропадает, и ты полностью отдаешь залу, выступлению. Это просто божественно. Песня о депортации крымских татар в исполнении вокального ансамбля «Эбедиет» заставила всех зрителей подняться и слушать стоя. Концерт мне очень понравился. Почаще бы таких концертов, конечно. У нас такой талантливый народ, такие талантливые дети. Конечно же, от таких концертов получаешь огромное удовольствие и испытываешь большую гордость за свой народ, за свою землю, за свой родной Крым. Концерт мне очень понравился. Да пусть живет наш народ. Да будем жить мы на своей родине, пока есть жизнь на ней. Дарья Лисичкина танцует в ансамбле «Авдет» уже год. Она признается, что ей больше всего полюбился крымско-татарский национальный танец «Аграва Векайтарма». Аграва, наверное, потому что как бы он показывает всю красоту, все, не знаю, какую-то особенность нашего народа. И поддержать традиции и посмотреть на выступления артистов прибыли и представители власти Крыма. В Бахчисарае сегодня замечательный праздник, называется Баар Кельде, и концерт посвящен, естественно, Наврузу. Мы с удовольствием приехали, потому что сопровождаем эти два коллектива, и недавно совсем, скажем, подарили им национальные костюмы крымско-татарские, которых очень давно ждали. И, конечно же, уважаемые нами руководители, это Ава Ханум Азаматова и Наджиев и Лимонова, люди, которые много делают для Бахчисарая, для развития культуры, поэтому, конечно, мы здесь.
Организаторы довольны, что всем вместе удалось отметить замечательный весенний праздник. Алимия Кайбулаева, Алишер Алимов, телеканал Миллет. Перенестись во времена Византии и своими глазами увидеть искусство того времени – такую возможность предоставили крымчанам в этнографическом музее. Там открылась выставка, где представлены уникальные работы. Какие именно, расскажет Нариман Тарсинова. В зале этнографического музея в Симферополе представлены фотоработы Сергея Полевца. Он сделал их во время своего путешествия на Святую гору Афон, которая является крупнейшим центром паломничества православных христиан. Выставка приурочена ко Дню независимости Греции и к перекрестному году Россия-Греция. В этот год намечены обширные мероприятия на территориях обеих стран, как России, так и Греции. И они способствуют всестороннему улучшению отношений между двумя странами. И также в различных сферах. И в сфере экономики, в сфере науки, образования, туризма, спорта и религии. Рядом с фотографиями представлены и иконы, выполненные в редкой классической византийской технике. Их написала крымская художница Надежда Макриди. Выставляется около 40 ее работ. Каждая работа готовилась по-разному. Некоторые создавались за 2 недели, какие-то месяцами. Каждый желающий может посетить выставку. Она продлится до 20 апреля. Завершилось мероприятие праздничным концертом, который приурочили ко Дню независимости Греции. Этот день отмечается крымскими греками ежегодно. Нариман Тарсинова, Виктор Еланцев, телеканал Миллет. В Крымской республиканской библиотеке для молодежи был проведен конкурс художественного проекта «Хочу быть художником» для детей из Лозовской спецшколы-интернат в рамках культурно-социального проекта «Добро». По итогам конкурса состоялась презентация детских работ. Рисунки видела наш корреспондент София Шукурова. Курс «Хочу быть художником» организован онлайн-галереей «Лукас Гэллери» совместно с Крымской республиканской библиотекой для молодежи. И мы наш проект организовали для тех, кто любит рисовать, кто что-то умеет, что-то не умеет. Но мы хотим развивать их творчество, особенно тех деток, которые обделены родительским вниманием. На выставке было представлено более 50 работ в технике живописи и графики, которые дети писали на протяжении полугода. Курс «Хочу быть художником» был проведен для детей от 10 до 13 лет для развития их творческого потенциала. И мы с ними осваивали различные техники, направления в искусстве. Обязательно проходили теоретические и практические занятия. Наши ребята смогли в рамках мастер-класса научиться пользоваться различными художественными материалами, а также поработать в интересных и новых для них техниках. Они открыли для себя живопись акрилом, масляными красками, работали пастелью, работали акварелью. И обязательно в рамках каждого занятия мы посещали очень важные культурные события нашего города, в том числе музеи, выставки, знакомились с художниками. Дети охотно рассказывают, чему они научились, посещая курс «Хочу быть художником». Мне очень нравится рисовать, и я рисую море, корабли, закаты. И нас научили фотографировать, и мне это очень нравится. Нас научили здесь рисовать пастелью. Вот, она такая как бы мелкий получается. Она очень интересно ей рисовать. Там можно что-нибудь исправить, а вот масляными немного сложновато. Одно из занятий было посвящено фотографии, где детей познакомили с правилами построения композиции кадра, организовали фотосессию. На выставке представитель фотостудии «Белый кролик» Екатерина Покровская вручила детям фотоальбомы с их фотографиями. Преподаватель Лозовской спецшколы-интернат Эльвира Эмирамед выразила благодарность кураторам за идею создания проекта «Хочу быть художником». Дети очень любят для себя открывать что-то новое постоянно. И данный проект нам позволил обучаться рисованию. Ира, в частности, организатор проекта «Хочу быть художником», очень творчески подошла к этому процессу. Каждый раз планировала какие-то новые занятия, встречу с молодыми художниками Крыма. Ну и чрезмерная, конечно, любовь и внимание нашим детям, что им так необходимо в наше время. В организации проекта оказали большую поддержку благотворительный фонд «Артек», «Добро, мира, волонтеры Крыма», а также фотостудия «Белый кролик». Выставка прошла в дружеской атмосфере. Юным художникам были вручены сертификаты о прохождении курса. София Шукурова, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Участник партизанского движения Шукри Ахтемов отпраздновал свой 81-й день рождения. Поздравить именинника приехали боевые товарищи, родные и близкие. Вместе с ним Шукри Ахтемова поздравила и наш корреспондент Айше Шулакова.
Руководитель общественной организации «Крымский центр социального и культурного развития «Инициатива» Камиль Аметов вместе с коллегами поздравляет Шукри Ахтемова. Участнику партизанского движения вручают памятные подарки, желают здоровья и долгих лет жизни. Как отметил Камиль Аметов, организация никогда не забывает о ветеранах Великой Отечественной войны, чтобы молодое поколение не забывало подвиги этих людей. Шукриага, несмотря на свой возраст, очень активный. Вместе с нашей организацией не пропускает ни одного мероприятия. Я желаю ему долгой жизни, счастья, здоровья, благополучия его семье. Рифат Сейдбекиров с именинником дружит с детства. Вместе прошли войну, годы депортации. По возвращении в Крым также не перестали дружить. Пусть Всевышний дарует ему еще много лет жизни. Пусть он увидит счастье своих внуков и правнуков. Шукри Ахтемов родился в марте 1935 года в деревне Улусала, ныне село Синапное Бахчисарайского района. Как и у других ребят военного поколения, детство у него было нерадостным и полуголодным. В декабре 1943 года фашисты заживо сожгли 225 жителей его деревни прямо в домах. На месте Улусала осталось только пепелище. Те, кому посчастливилось остаться в живых, вынуждены были зимовать в голом поле. Среди них был и Шукри Ахтемов. После депортации крымских татар он с семьей попадает в город Самарканд. 25 лет проработал инструктором по вождению. В Крым вернулся в 1989 году. Вместе с семьей он поселился в Симферополе. Нашему народу в первую очередь нужно объединиться. Если будет единство, то мы будем жить в согласии. Молодежь должна понимать, что Крым – наша родина. Не нужно друг друга обижать, нужно достойно жить на своей родине. Шукри Ахтемов – человек активный, часто проводит встречи со школьниками и студентами, активно участвует в различных городских и республиканских мероприятиях, делится с ними воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Он также хороший семьянин, в браке с супругой 56 лет. Он хозяйственный, все в дом, в семью приносил, содержал семью. Живем в мире и согласии, никогда не ругались. Вместе вырастили детей, дали им образование. Шукри Ахтемов никогда не отступал перед трудностями. Создал прекрасную семью, у него 2 дочери, 6 внуков. Подрастают и 4 правнуков. Именно их он считает своим главным богатством. Айша Шулакова, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». В Симферопольской национальной школе номер 42 прошел ежегодный турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженных тренеров СССР братьев Аблаевых. Подробнее в нашем сюжете. Открытие турнира началось с торжественной концертной программы. Это уже 3-й турнир, который проводится в память братьев Аблаевых, воспитавших выдающихся спортсменов и даже олимпийского чемпиона. Многие из них приняли участие в торжественном открытии турнира. Это мой тренер был и 2 брата, которые были преданы этому делу, тренировались. Столько у них мастеров спорта, столько у них чемпионов и мира, Европы. Я сам являюсь учеником тренеров Аблаевых. То есть это мои любимые тренера, в честь кого мы это проводим. То есть вот общими усилиями проводим. Большинство тренеров, которые в Крыму работают, это все воспитанники Аблаева. Они воспитали поколение 50 лет. Директор школы номер 42 Вилен Джамаледдинов считает, что подобные турниры способствуют поднятию авторитета школы, а также пропаганде спорта на полуострове. Поднятие авторитета школы – это не только вести общеобразовательную деятельность, но также вести, значит, кружковую деятельность. Спорт в нашей школе представлен кружковой деятельностью, значит, не только спортивная борьба, но также тэквондо и бокс. Сегодня мы видим, что наша школа приняла около 350 участников, это большое количество. Стоит отметить, что это самый крупный турнир по греко-римской борьбе, который проводится в Крыму. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из всех регионов полуострова. Победителей определили в 29 весовых категориях и разных возрастных группах. Количество награжденных спортсменов составило более 100 человек. Асан Беблаев, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». В Симферополь приехал известный московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Труппа выступит с новой интересной программой. Гастроли московского цирка в Крыму будут длиться на протяжении месяца. Сын легендарного Юрия Никулина, директор и художественный руководитель цирка на Цветном бульваре Максим Никулин лично представил новую программу. Практически уникальный номер дрессированного медведя Виктора Кудрявцева. Я считаю, что это сегодня один из лучших номеров с медведями в России, а может и в мире, потому что с медведем мало кто работает в мире.
Лена Павлович, уникальный дрессер лошадей. Кроме того, в программе, с которой труппа прибыла на полуостров, воздушный полет над сеткой, колесо смелости, гимнасты на батутах и лучший эквилибрист Европы. По словам директора цирка, угроза западных санкций из-за гастролей в Крыму артистов не пугает. Я пока еще не знаю одного артиста, который попал под санкции, приехав в Крым. Более того, мы работали в Луганске, артисты Роскомпании работали в Донецке, и я не слышал, чтобы какие-то санкции против кого-то из артистов были применены. Потом, понимаете, это все ведь на самом деле игрушки больших людей. Санкции – это политический момент. А когда доходит до практики, я не думаю, что кого-то это будет каким-то образом задевать. Также Максим Никулин отметил, что режим международных санкций никак не повлиял на гастроли цирка за рубежом. Все представления проходят с аншлагом и пользуются колоссальным успехом у публики. Султания Мамбетова, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за новостями на полуострове. До новых встреч!